Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего любимого. Мы с вами посмотрим его мысли, его чувства и его будущие действия. Загадайте, пожалуйста, на своего любимого и давайте все про него узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, девочки, что-то с мужчиной вашим не так. Вы все разные, понятно, что у каждого свой мужчина, но здесь как собирательный образ приходит, да? По эмоциям, по намерениям, по ощущениям, по чувствам. Здесь четко показали, что у мужчины на сердце тоска, печалька, как будто бы очень сильно скучает. Либо ему вас крайне мало времени, которое он может с вами проводить, либо вы как-то мало общаетесь. Может быть, вы действительно загадали на мужчину, который сейчас не рядом. Может быть, он где-то в пробке стоит и думает: Господи, что же я тут делаю? Мне к ней надо, к любимой своей, а я вот тут в пробке стою. Либо мужчина действительно где-то прям совсем далеко находится, и там ему так горько, так грустно, что вас нет рядом, что вы не вместе, что нет возможности вас обнять, поцеловать, назвать своей, сказать вам о своих чувствах. Прям очень сильно тоскует. Здесь у мужчины сердце рвется на маленькие кусочки. От того, что вас нет рядом, от того, что обнять вас не может. Кстати, у кого-то может отыграться ситуация, что вы поссорились и сейчас не общаетесь. И вот он сидит от тоски, готов, не знаю, рыдать, выйти на стену, в стену царапаться, да, но он мужчина, он не может себе этого позволить. И прям так ему плохо. И думает: да как же так, да, вот чем мы занимаемся, зачем мы ссоримся? Любить друг друга надо, а не ссориться. Ну, в тоске у него туман, тоска, печаль, какие-то грозовые облака его обложили со всех сторон. И прям неуютно, некомфортно. И надрыв, да, сердечный, душевный надрыв у него чувствуется. Так, еще я вижу, что мужчина что-то хотел вам доказать. Да, хотел как лучше, а получилось как всегда. Что-то у него не получилось. Либо его кто-то подвел, либо он сам себя подвел. Но вот что-то не получилось. Возможно, он вам что-то обещал и не смог это сделать. И вот он прям сидит и себя, ну вот чуть ли, не знаю, кулаком в лицо не бьет, да, клеймит себя. Что как же ты мог, почему ты такой, да, почему все так случилось, что за судьба злодейка привела к такому состоянию. Ну, прям не лучшее состояние у него, да, не лучшие эмоции. Тоска, печаль, самобичевание, сплошное, значит, не жизнь, а огорчение. Так, что касается его чувств. Чувства здесь очень сильные, но они у него делятся на поверхностные и глубинные. Поверхностные — это то, что он транслирует, показывает, о чем он говорит, а глубинные — это то, что он прячет ото всех и от вас в первую очередь. А в глубинных чувствах у него к вам очень сильная привязка. И любовь у него, знаете, какая? Она еще, ну, грубо говоря, до конца не созрела, но уже он не может ее игнорировать. То есть вы день за днем, час за часом, минута за минутой превращаетесь в самого главного человека в его жизни. Он это пытается как-то прям глубоко-глубоко в себя запрятать, вот, не желая этого признавать, но все к этому идет.
Что касается его поверхностных чувств, то, что он вам транслирует, ну, это какой-то мальчик, да, мальчик такой несерьезный, в пубертате, капризный. Человек показывает себя эгоистом, человек себя показывает, ну, как сказать, таким балованным ребенком. Он вроде как и неплохой, но в то же время никакой ни конкретики, ни серьезных действий вы от него не видите и не ощущаете. Вам, кстати, иногда кажется, что он вами играет, либо манипулирует, кстати, очень удачно. А на самом деле, видите, глубинное спрятал. Может быть, даже это какая-то форма, ну, не знаю, самозащиты, что ли. Да? Не буду показывать свои настоящие чувства, а вдруг ничего не получится, да, либо получится как всегда. Кстати, по таким глубинным чувствам и поверхностям я могу предположить, что у мужчины до этого были отношения, которые очень плохо закончились. Либо мужчина в отношениях раскрылся, а женщина, извините, в его сердце прям плюнула. Плюнула и сделала ему очень-очень больно. И теперь он боится любить, боится признаться в своей любви, боится показать свою любовь. В общем, ведет себя так, не очень. Еще у кого-то из вас отыграется, что мужчину воспитывала мама, одна мама воспитывала, и она действительно его растила как такого маленького эгоиста. Вот она ему всегда внушала, что ты у меня самый лучший, что ни единая женщина в мире тебя недостойна, и прочее, прочее, и только я твоя мама, там, мне ты только можешь довериться, и только меня ты должен любить, желательно еще рядышком со мной всю жизнь прожить, ну, со всеми вытекающими. Вот. Он тоже пытается с этим бороться, но в воспитании его никуда не деть, да, либо это очень сложно побороть. Очень сложно в один момент стать другим. Хотя он старается, он действительно старается. Так, про вас хочу сказать пару слов. У вас тоже такое, знаете, настроение не праздничное. Вы действительно как будто бы что-то ждали от этого мужчины. Кто-то ждал подарков, кто-то ждал признаний, кто-то ждал конкретики, да, чтобы он вот четко обозначил, да, что мы делаем, кто мы друг другу, куда мы идем. Вот этого не произошло. Может быть, он вам честное слово дал, которое не смог сдержать. А может быть, он до сих пор не сделал свой окончательный выбор. И вы тоже нервничаете, и вы тоже в сомнениях. Но у вас как-то попроще идет. Ну, вы сильная личность, вы очень сильная личность. Вы умеете вот так сгруппироваться, сжать кулачки, сжать зубы и идти дальше, несмотря ни на что. А вот он, в отличие от вас, этого делать не умеет. А это, кстати, очень классный навык, который вам по жизни не раз помогал и еще не раз поможет. Вот. Вы гораздо сильнее мне здесь идете, гораздо сильнее. Вы как переключаться умеете, либо отвлекаться умеете. Либо жизнь у вас такая сумасшедшая, что вам некогда заморачиваться именно на мужчине. У вас всегда есть какие-то дела, либо обязанности. Но вообще жизнь у вас через край не идет. Очень много всего в вашей жизни происходит. Так, девушки, мои хорошие. У кого-то из вас отыграется, что рядом с вами есть еще один мужчина. Еще один. И тот другой, он, ну, скажем так, достаточно либо перспективный для вас, либо он тоже испытывает к вам достаточно глубокие чувства. Но как-то нет обратной связи у вас, да, либо ответных чувств у вас нет к другому. Хотя вы его так в поле зрения держите, либо от себя далеко не отпускаете. Как там, запасной вариант, да? Запасной вариант говорят. А может быть, вы в браке, да? Может быть, это ваш муж, который уже порядком надоел, но тем не менее пусть будет, да? Пусть пока остается, пусть будет. Еще мне показывают какую-то вашу подругу. Подруга, она хорошая, но она слишком много на себя берет. Она вас любит, и она не хочет, чтобы у вас были какие-то проблемы. Либо чтобы вы из-за мужчин попадали в депрессии, либо в сложные ситуации. Она очень жесткая и по характеру, и по отношению и к жизни, и к людям, и в частности к мужчинам. Вот, она может вам всякие такие жесткие вещи предлагать, либо жестко с вами общаться. Знаете, как воспитывать вас. Вы на нее, пожалуйста, не обижайтесь, она ведь со своей колокольни смотрит, но в ее ни словах, ни действиях ничего для вас плохого нет. То есть она не желает вам зла, наоборот,
она желает вас защитить. Знаете, такая подруга-защитник. Вот. Она хорошая. Не ссорьтесь с ней, особенно из-за мужчин. Знаете, мужчин может быть много. А вот такая хорошая любящая подруга, она у вас одна. По крайней мере, в сегодняшние дни она у вас всего лишь одна. Вот. Не надо с ней ссориться. Лучше договоритесь, что мы с тобой дружим, но вот что касается личной жизни, позволь мне самой разбираться со своей личной жизнью. Я ценю твои советы, но я в них не нуждаюсь. Ну вот как-то по-хорошему с ней поговорите, так, чтобы не обидеть. И ни в коем случае не ссорьтесь с ней. Она действительно вас очень-очень любит. И любит, и ценит, и всегда готова вам помочь. Да, мужчины приходящие, уходящие, а подруги, вот они, наши боевые подруги с нами всю жизнь. Особенно если повезет встретить настоящего. Так, еще его действия. Ну, под действием здесь прям совсем как-то скудно. У него очень серьезные планы. Да, вот я хочу, либо я планирую там прискакать, прилететь, приползти, приплыть, да, вот как можно скорее. Но то, что он думает, он не всегда способен исполнить. Либо он мыслит, вот знаете, вот этой горячностью, вот я хочу, я буду, и не учитывает все эти факторы, которые встречаются у него на жизненном пути. То есть мужчина может хотеть к вам приехать, но при этом у него есть работа, которая его не отпускает. Либо он очень хочет к вам приехать, но он там контрактом ограничен еще на какое-то время. В планах вот скакать, ехать, любить, целовать, признаваться, ну, в любви, конечно же, признаваться, чем-то вас удивлять, чем-то вас радовать. Но в ближайшем обозримом будущем, это срок в 3 недели, я не вижу здесь, ну, вы меня извините, но я не вижу исполнения всех его планов. Да, что-то он будет делать, да, он как-то будет двигаться в вашу сторону, да, он как-то будет признаваться, проявляться. Но это настолько скромно, настолько неощутимо, что нагоняет тоску. У него как-то расходятся, постоянно расходятся. Мысли с действиями постоянно у него расходятся. Вы от него реально уже устаете, либо начинаете уставать. Смотрите, у кого-то отыграется, что женщина собирает вещи. Ну, не в прямом смысле, а в переносном. Вы такая, разочаровал, да? Наверное, надо заканчивать. Но и вижу, что ваши отношения не заканчиваются. Просто сложный период с ним переживаете. Сложный период. Чувства у вас взаимные, чувства у вас однозначные, да, все-таки это влюбленность, это любовь. Движетесь вы в одном направлении, просто мужчина от вас очень сильно отстает. Он неплохой, он в трансформации сейчас находится. Кстати, благодаря вам. Вы на него очень замечательно влияете в лучшую сторону. Благодаря вам он уже очень сильно изменился. И если вы его не оставите, то он все больше и больше будет меняться. Все больше и больше он будет, ну, обретать черты мужчины. Не ребенка балованного, да, а именно мужчины. Благодаря вам. Вы его стимул, вы его путеводная звезда. Может быть, он этого еще и не понял, не осознал, но вот четко по песку так и видно, что вы его за собой ведете. Либо вы его учите, как правильно. А он, кстати, хороший ученик. Может быть, не такой шустрый, быстрый, но хороший ученик. Он усваивает эти уроки. Чего вам, девочки, от него ждать? Ну, я вижу, что будет либо разговор по телефону, либо личная встреча. Если вы в паре в браке и поссорились, то мужчина придумает какой-то предлог и сам к вам обратится. Сам обратиться, да, вот первые слова пойдут от него. Не обязательно это будут слова «прости меня», да, может быть, это будет что-то другое, но тем не менее он первый вступит в диалог. Вот это будет. Здесь какие-то скромные действия, да, если подарок, то что-то такое незначительное, там, не знаю, мягкая игрушка, коробка конфет, ну, может быть, даже просто шоколадка, хотя это прям совсем ни о чем. Если мужчина обещал вам дать денег, он может дать, но только какую-то очень небольшую скромную сумму. И если мужчина там позовет вас пойти погулять, ну это тоже будет что-то скромное, не аховое, не оховое. У него, ну, то ли денег не хватает, то ли фантазии. Честно, вы все разные, да, мужчины разные. Здесь надо еще работать, да, надо работать еще над этим мужчиной.
и не психовать девочки. Это очень важно. Мужчина как глина, он в ваших руках. Вы можете из него слепить все, что вам нравится, нужно, либо пригодится. Но только учтите, что глина — это хоть и простой материал, но нужно иметь терпение, выдержку и так, да, чтобы с ней работать. Сначала вы создаете композицию, потом что вы ее там запекаете, шлифуете, глазурью покрываете. Да, это такой достаточно долгий процесс. Но кто обладает терпением из моих дорогих девочек, вы явно своего добьетесь. Своего добьетесь. Но общая у вас дорога идет. Хорошие тут знаки. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.